В Чебоксарах сильнейшие самбисты страны разыграли первые 10 комплектов наград 9-й летней спартакиады учащихся России. Кому из хозяев турнира удалось подняться на высшую ступень пьедестала почета, расскажет наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. 9-я летняя спартакиада учащихся России – это мультиспортивное мероприятие, включающее в себя соревнования по 42 видам спорта. Спортсмены Чувашии участвуют в 10 видах программы. И на сегодня, пока в активе наших спортсменов не было медалей этих состязаний. И вот прорыв состоялся, и он на счету самбистов. Первый соревновательный день в составе сборной Приволжского федерального округа борьбу за места на призовом подиуме вели 3 воспитанника Республиканской федерации самбо. Илья Алексеев, Яна Варламова и Анастасия Алексеева. Подопечные тренеров Льва Уливанова, Сергея Пегасова и Андрея Карпунина, соответственно, удачно провели предварительный этап, как минимум обеспечив себе бронзовые награды спартакиады. А вот пройти дальше удалось лишь ученице 9 класса Чебоксарского училища Олимпийского резерва Яне Варламовой. Она в красной куртке. В финале категории до 52 килограммов ей противостояла Анна Мурашкина, представлявшая Южный федеральный округ. Спортивная судьба дважды сводила на ковре соперниц, и столько же раз победительницей выходила воспитанница Керченской спортшколы «Слава». Урок поражений пошел на пользу Яне Варламовой. Подопечная заслуженного тренера Чувашии Сергея Пегасова сумела найти ключ к победе, и за 30 с небольшим секунд до окончания схватки болевым приемом на ногу заставил свою визави признать поражение. Есть первое золото 9-й летней спартакиады в спортивной копилке Чувашии. Свою победу хочу посвятить своей маме, брату, сестренке, семье. Они занимаются самбо? Сестренка занимается. Ты пример? Да. Во второй день соревнований спортивные Чувашии в составе сборной Приволжского федерального округа будут защищать Софья Милюкова и Константин Кузнецов. Вячеслав Ильин, Михаил Солин, Вести Чувашия.